Современное уличное освещение, тротуары и, самое главное, асфальтирование дороги. Такие преображения радуют жителей двух улиц Малгобека. Тут благоустроили общественные территории, расположенные на Кооперативной и 27-го партсъезда. Объекты были выбраны горожанами из представленного списка в ходе рейтингового голосования. На улице Кооперативной асфальта не было, только гравий, которые проложили сами жители. Здесь полностью сняли растительный слой, уплотнили грунт, засыпали щебнем. Как вы видите, засыпали, выровняли полностью полотно, потом выровняли и засыпали, вот она, сечка называется, вот материал стоит. Уплотнили, укатали, установили бортовые камни, в первую очередь сделали тротуар, потом, как вы видите, проложили дорогу. Освещение от школы. Это 750 метров освещения мы сделали и 420 метров асфальтирования сделали. На Кооперативной расположены более 40 жилых домов и школа. Неблагоустроенная дорога к знаниям и обратно домой доставляла детям большие неудобства. В учебное время года им очень трудно было добираться до школы. Грейдер, грязь, слякоть. После того, как сейчас как дорогу сделали, им намного легче будет в школу ходить. То есть обувь чистая будет, вы сами понимаете, да? Тем более машинам намного легче будет ездить, проезжать. Мы на этой улице живем порядка 5-6 лет. Вот до этого очень трудно было тут даже вот такси ходить, здесь на хабах. Работы проведены по проекту формирования комфортной городской среды. И сейчас на очереди благоустройство обочины. Но это не мешает водителям спокойно передвигаться по дороге. Аналогичные работы проведены и на соседней улице, 27-го партсъезда. Здесь расположено более 30 жилых домов. Для ремонтных работ было задействовано несколько единиц техники. На этой улице были такие же проблемы, как и на Кооперативной. غدها بيرج بيسن تاع خوشت دق خوخش بقى قصدا ليش بيدش خيخلطوا نقبرات خذوا ضادي الخشانة يريكتش متأت خلروس هنش خذ تطار أبلا بيرج أردو سين خذ خيخلوش ليش هو غدا بخي. А сам ты катаешься? Да. Ремонтные работы выполнены на 98%. Специалистам осталось установить дорожные знаки, нанести разметку, установить лавочки и урны. Такие же преображения планируются еще на двух улицах Малгобека – Гоголя и Партизанской. На благоустройство по этапу 2023 года было выделено около 21 миллиона рублей. Из того, что есть, мы на самом деле выжили максимум, распределили эти средства, составили проектно-сметную документацию, оставили основные базовые элементы благоустройства, и сейчас мы видим вот такую картину. Местные власти планируют завершить все ремонтные работы до конца года. Мадина Цора, Асхаб Пилакиев, Новости 24.